В прямом эфире НТС Новости, в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. Представители Генеральной прокуратуры, ГКНБ и МИД Кыргызстана вылетят в Стамбул для проверки деятельности экс-генерального консула Эркина Сапокова, машину которого нашли на месте убийства бизнесмена Айркена Саймаити. Накануне, отметим, на заседании в Джугруку-Кенеши министр иностранных дел Чингис Айдарбеков заявил, что Эркин Сапоков нарушил закон, сдав машину с дипломатическими номерами в частный автосалон на продажу, за что и понесет ответственность в рамках закона. Напомним, бизнесмена Айркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него стреляли в кафе, он скончался в больнице. Автомобиль Range Rover с консульскими номерами, обнаруженные на месте убийства, эвакуировали сотрудники правоохранительных органов. Через 2 дня генеральный консул в Стамбуле был уволен. Объяснить, как и почему на месте ЧП оказалась машина, он не смог. И уже сегодня поступил официальный ответ от ГРС по поводу гражданства 2 задержанных в Турции мужчин, которые представились полиции гражданами Кыргызстана. По их данным, ни Хусейн Ахметалиев, ни Абдулла Энвер не получали кыргызстанские паспорта. Указанные лица в соответствии с единым государственным реестром населения не являются гражданами Кыргызстана и, соответственно, не были документированными паспортами гражданина КР, подчеркнули в ГРС. О том, что они кыргызстанцы, напомним, подозреваемые заявили в ходе предварительного допроса. Погибший в Турции бизнесмен Айркен Саймаити пользовался незаконно выданными паспортами, ID-картой и заграничным паспортом на имя гражданина Кыргызской республики Самятова Эркина Салимовича, 1982 года рождения. Сам Саймаити находился в международном розыске с 2017 года по подозрению в мошенничестве на сумму $3 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба МВД. А по незаконной выдаче паспортов следственная служба МВД начала досудебное производство по статье «Незаконная выдача паспорта» в июле 2019 года. В ходе досудебного производства также предъявили обвинение сотруднику отдела паспортизации и регистрации населения Сузакского района Джалалабадской области, ведущему специалисту по статьям «Незаконная выдача паспорта», «Злоупотребление должностным положением», «Подделка документов». Уголовное дело было направлено в суд. Между тем, турецкие СМИ со ссылкой на местную полицию сообщают, что бизнесмена Айркена Саймаити убили из-за долга в $1 250 000. По их данным, киллеров наняли за $1000. Они связаны с зонами конфликта в Сирии и были иностранными боевиками в группировке Аль-Нусра, воевавшей в Идлибе. Так, газета «Сабах» сообщает, что подозреваемые в убийстве Хусейн Ахметалиев и Абдулла Энвер, представившиеся кыргызстанцами, в 2017 и 2018 годах выезжали на территорию Турции со стороны Сирии. При этом они пользовались поддельными сирийскими удостоверениями. В результате обыска у них было обнаружено 6 мобильных телефонов, поддельные удостоверения и водительские права. Сотрудники криминальной милиции задержали члена ОПГ, подозреваемого в похищении человека. Как сообщили в УВД Джалалабадской области, 28-летнего мужчину похитили 11 февраля примерно в 5 часов вечера в Джалалабаде. После злоумышленники привезли его в Бишкек и требовали от родственников $20 000. Выяснилось, что они незаконно удерживали похищенного мужчину в квартире. Когда злоумышленники вышли, потерпевшему удалось освободить руки и позвать на помощь. Факт зарегистрирован в едином реестре. Ранее были задержаны 2 подозреваемых, однако в ходе следствия выяснилось, что к преступлению причастны еще 2 членов ОПГ. Их объявили в розыск, и в ноябре работники криминальной милиции УВД Джалалабадской области задержали одного из подозреваемых. Он скрывался в Бишкеке, им оказался уроженец Узгенского района Ошской области, 1998 года рождения. По предварительным данным, задержанный был ранее судим, привлекался к уголовной ответственности на территории России. Во время ремонта дорог Ош-Баткен-Исфана и Тарас-Талас-Сусамыр подрядчики нанесли ущерб государству на сумму более 379 миллионов сомов. Как сообщает ГСБЭП, ведется досудебное производство, начатое на основании заявлений и показаний одного из бывших сотрудников компании «Чакыр-Япы». Он сообщил о мошеннических действиях отдельных должностных лиц при строительстве автодорог. Эти люди при содействии сотрудников Министерства транспорта и дорог составляли фиктивные документы о выполнении несуществующих строительных работ, занимались манипуляциями при проведении тендеров. Закупка товаров, работ и услуг велась по завышенным ценам, рассказали в ГСБЭП.
В 2020 году в Бишкеке начнется работа по переселению СИЗО и тюрем за черту города. Об этом сегодня на заседании Джугурку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. По его словам, переселить исправительные учреждения необходимо в целях обеспечения безопасности граждан. В пример неудачного расположения он привел СИЗО-1, который находится на пересечении улиц Ибраимова и Горького. В бюджете следующего года на эти цели средства уже заложены, подчеркнул глава Кабинета министров. Создана рабочая группа, которая готовит предложение. Пока предварительно следственный изолятор в Бишкеке будет перенесен в село Алга, а колония номер 47 в село Молдавановка. Впоследствии будут передислоцированы и закрытые учреждения в Аше и Караколе. С начала этого года зарегистрировано 365 фактов несоответствия продукции из Узбекистана фитосанитарным требованиям ЕАЭС. В 10 случаях продукция оказалась зараженной. В частности, как рассказали в Минсельхозе, накануне при проверке лаборатории Аша в гранатах, завезенных из Узбекистана, был выявлен вирус восточной плодожорки. Данная продукция поступила на границу Кыргызстана в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Национальной организацией по карантину растений Узбекистана. Ранее, 12 ноября, на КПП «Достук» задержали 35 тонн узбекской продукции – хурмы, айвы и нута с недействительным фитосанитарным сертификатом и без маркировки на упаковке. Как следствие, Минсельхоз направил письмо в уполномоченный госорган Узбекистана по карантину растений с предупреждением, что в случае систематических нарушений будут введены временные ограничения на растительную продукцию. Который месяц продолжается противостояние в Бишкеке. Торговцы в ЗАО «Берекет» на Ожском рынке и администрации. Первые не хотят переезжать, вторые не могут начать строительные работы. Компания «Берекет» планировала возвести там современную многоуровневую парковку и местных продавцов переселить в новый торговый центр. Но последние против. По их мнению, новые места могут стоить дороже. Конфликт длится, отметим, с апреля месяца. Противостояние между представителями торгового центра «Берекет Универсал» и местными торговцами длится почти 7 месяцев. По словам последних, в апреле администрация акционерного общества «Берекет» потребовала от них переехать в новое здание. После того, как их требование не было выполнено, администрация отключила электричество. Вот уже 6 месяцев нас просят покинуть наши торговые точки. Говорят, чтобы мы купили места в новом центре. Отключили нам свет. Несмотря на это, мы работаем. Теперь же суд вынес приговор, чтобы мы приостановили свою деятельность на время. Продавцы рынка «Берекет Универсал» заявляют, что условия работы на прежнем месте их вполне устраивают. Как отметил один из предпринимателей, они покупали контейнеры не меньше, чем за $10 000. При переезде, уверены продавцы, они потеряют свои рабочие места, и в новом здании им придется переплачивать за аренду. Условия нас здесь вполне устраивают. Базар, он и должен быть базаром, чтобы все могли здесь найти все необходимое по выгодным ценам. Взять, например, Дордой. Он что, чем-то отличается от нашего? Ну а если построить новое здание, то цены на товары вырастут на 30%. Нам невыгодно, так как мы потеряем клиентов. Услышав мотивы недовольства торговцев, мы направились за версией второй стороны. Но встретиться с представителями акционерного общества нам не удалось. Охранники заверили, что в здании кроме них никого нет. Связаться с представителями администрации удалось только по телефону. По их словам, продавцы не так оценивают сложившуюся ситуацию. Мол, они просят освободить места лишь для того, чтобы они продолжили строительство и создали для них более благоприятные условия. Вместо контейнеров они намерены построить многоэтажный торговый центр. Если проект будет реализован, будут созданы удобные торговые платформы. Ну а самое главное, будут построены парковочные места, рассчитанные на 700 автомобилей. Эту инициативу поддерживают и жители города. Конечно, здание керек, салыш керек. Мана ошондой боюнча отуруп бул азыркы жаңы немеде бары жылуу жер неме болуш керек. А вместо здания «Берекет» парковка была бы хорошо, чтобы здесь машину убрали. Здесь машины мешают, людям тяжело ходить. Он ставит на пешеходе, на зебре ставят машины, так что здесь неудобно. Если машину уберут на парковку, то будет очень хорошо. Строительные работы должны были начаться еще в апреле, но продавцы продолжают работать, несмотря на отсутствие электроэнергии. Начать строительные работы не удается. Кроме того, торговцы не впускают представителей администрации в здание, выставив на пост собственную охрану. Они уверены, есть и третья заинтересованная сторона, обостряющая конфликт между торговцами и администрацией рынка. Сказали, будут электроэнергию
готовы проводить на Орский рынок. Орский рынок без света уже год стоит. Поэтому ходят вот. Это все делает Губайдуллин. Он во главе стоит, всех собирает, там есть свои люди, которые приходят, все это от него. Он сам там не ходит, от него люди ходят, все это делают. Озвученный в интервью мужчина Махмуд Губайдуллин, как оказалось, торговцем рынка не является. Какую цель он преследует, до сих пор не ясно. В комментарии он отказал, сославшись на занятость, хотя чуть ранее мужчина выступал на собрании с громкими призывами. Это поздно не будет, чтобы окончательно не охватит, чтобы решить этот вопрос 15 ноября. Готовимся к походу, к пешему маршу, опять к Белому дому. Сообщается, что в конфликте между торговцами рынка и администрацией, кроме Махмуда Губайдуллина, есть и некий Кенджибек Джумабаев. Больше он известен обществу как профессиональный организатор митингов. Не раз принимал участие в различных акциях протеста. И в этот раз Кенджибек Джумабаев взял на себя ответственность модератора очередного собрания. Мужчина признался, что торговцем рынка не является. Отметим, что имя Кенджибека Джумабаева связано с историей, произошедшей на Иссыкуле со взятием в заложники экс-губернатора Иссыкульской области Эмильбека Каптагаева. В 2016 году он был осужден на 8 лет, признан виновным. Отсидев 3 года, Кенджибек Джумабаев вышел на свободу. И сегодня он является активным участником акций протеста на Орском рынке. Кубат Хуанычбекулу, Аскат Ибраимов, НТС. И буквально через час начнется долгожданный матч по футболу между сборными Кыргызстана и Японии в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2022 и Кубка Азии 2023. Наша сборная выйдет на поле в красной форме. Соперник сыграет в новой сине-голубой экипировке. Пройдет поединок на стадионе главной спортивной арены имени Долона Мурзакова. Обслуживать встречу будет бригада судей из Саудовской Аравии. Главным рефери стар Мохаммед Аль-Хойш. Все билеты на матч были распроданы за 2 дня. Для тех, кто не попал на стадион, на Старой площади была организована фан-зона. Игру болельщики смогут посмотреть на большом экране. На время матча центр Бишкека будет перекрыт с 2 часов дня до 7 часов вечера. Проезд закрыли по следующим улицам. Тугуло-Камалдо от проспекта Чуй до улицы Фрунзе, Абдумамунова от бульвара Эркиндик до улицы Орузбекова. И кроме того, ведут временные ограничения движения по улице Фрунзе от улицы Исанова до улицы Панфилова. Для обеспечения общественной и дорожной безопасности во время матча вышли более 3000 сотрудников милиции. Напомним, матч начнется в 17:15. Вы можете посмотреть его также на канале НТС Спорт. И на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Увидимся.